Проповедь называется «Заблудшая овца на дереве». Овца где должна вообще быть? В хлеву, на поле, не знаю, где-нибудь, да? В загоне, либо на столе, вкусно. Но сегодня есть такая метафора, что Иисус– это добрый пастор. И Он рассказывает притчу о том, что добрый пастор все свое стадо оставит, ну, делегирует кому-то, понятно, не бросит там на сиденье волкам, и пойдет искать заблудшую овцу. Заблудшая овца– это такой термин или такой прообраз человека, который жил как хотел до встречи со Христом. И мы прочитаем с вами Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Текст не маленький, но он очень интересный, захватывающий, он житейский. Там есть такие ключевые персонажи, и есть развитие событий, на которые нужно обратить внимание, чтобы нам, друзья, смотрите, что мы делаем во время воскресного служения. Мы, читая текст, который предлагает стоящий здесь за кафедрой человек, мы хотим этот текст, который 2000 лет назад был написан, а некоторые и 5, и 4000 лет назад, да, Ветхий Завет, если мы берем оттуда историю, мы хотим этот древний текст сегодня применить в своей высокотехнологичной жизни. Представляете? Потому что библейские тексты, они актуальны, они вне времени. 1000 лет назад на этот текст проповедовали люди в разных странах, во всем мире. Сегодня мы будем рассматривать этот текст, применяя сегодня. Тогда в аграрном времени он был актуален, и люди менялись, читая этот текст. Если Иисус не вернется через 500 лет, этот текст также будут люди читать. Не знаю, как это будет, может быть, голограмма проповедника будет, или просто все будут, то есть это будет совсем другое общество, другие люди. Но библейские ценности, они универсальные. Они через все поколения живущих здесь людей, и будущих, и прошлых, они будут актуальны всегда. Потому что спасение актуально, грех актуален, он разрушает человека. Грех, он обманывает человека. Поэтому мы посмотрим, как этот текст мы можем сегодня применять. Итак, потом Иисус пошел в Иерихон и проходил через него. Это город Иерихон. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Смоковница – это очень большое, крупное дерево с широким таким большим стволом и с огромной кроной. И вот этот Захей влезает на дерево. Иисус, когда пришел на это место, то есть Захей знал, что сейчас эта толпа придет туда, к смоковнице. Видать, над дорогой где-то она росла. И он, опережая вот эту толпу, он залезает на дерево и ждет, предвкушает, что сейчас он увидит человека, о котором много уже знает. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Захей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Друзья, очень интересная история про взрослого мужчину. Про мужчину, который написано, что он был богатый, и он был начальник мытарей.
И вот здесь я э, накидала так некоторые характеристики, да, внешние, что было известно и доступно всем, что знали о Захее все. Он был начальник мытарей. Мытари – это люди, которые собирали налоги, пошлины, дань для оккупантов. Мы знаем, что Израиль, в котором служил Иисус, и этот Захей работал мытарем, сборщик пошлин. Вот если переводить на наш язык, сборщик пошлин. Римляне оккупировали территорию Израиля, и политически Израиль был не свободен. И поэтому они, все граждане, в том числе и евреи, платили дань. И чтобы минимизировать какие-то культурные, языковые барьеры, римляне из тех народов и племен, которые порабощали или оккупировали, да, они нанимали людей из этой нации, из этого племени себе в услужение. И получается, что еврей у своих евреев добывал, требовал, выжимал, отжимал деньги для оккупантов. Вот так смотрели все евреи на мытарей. Дальше. Он был человек богатый. Смотрите, часто мытарям не платили. Римляне не платили, у мытарей не было зарплаты, часто. Ну, у некоторых была какая-то, может быть, там фиксированная, да, зарплата или что, вознаграждение. Доход мытаря зависел от того, насколько он отожмет у людей их заработанные деньги. Вы понимаете, каким был человек этот Захей? Посмотрите на картинку. Это такая милая картинка. И в детском служении, мои дети выросли в детском служении, когда я спрашивала, про что у вас было слово, они иногда говорили, ой, нам говорили про маленького Захея. И это так мило звучит, и кажется, такой невысокого роста мужчина, он такой залез на дерево, ха-ха-ха, как это интересно. Но это не так. Захей был матерым рвачом. Это был человек беспринципным, которому было все равно до ваших бед, до людей, у которых он отнимал последнее. Он именно на таких основаниях стал богатым человеком. И мало того, что он стал богатым, друзья, он стал начальником над другими мытарями. И он не сам себя поставил, римляне выбрали его, потому что он, скорее всего, из всех, там сколько десятков было мытарей, скорее всего, он показал себя более жестким, жестоким, человеком, который обирал свой народ, но угождал оккупантам. Вы понимаете, как к нему относились евреи, свой народ? Люди, которые часто жили, перебивались и так далее. Как и сегодня, финансовое положение у всех разное. И представьте, если кто-то среди нас начнет отжимать наши заработанные деньги. И людям с большими финансовыми возможностями это не понравится. Они больше отдадут. И людям с крохотными финансовыми возможностями тоже это не понравится. И нам надо понимать, какой это был человек, какой это персонаж. Это далеко не милая история. И написано, что он был невысокого роста. Невысокого роста здесь упоминается именно не для того, чтобы унизить Захея или чтобы наполнить его комплексами какими-то. Нет. Нет. Знаете, я поняла, что есть такое пресловутое мнение, что маленькие люди более амбициозные, и женщины, и мужчины. Я вам скажу так, и высокие люди бывают очень амбициозными, и с нездоровыми, искаженными амбициями. Поэтому здесь не в росте дело, да, а то, что он не мог за толпой увидеть того, о ком уже говорили. А знаете, почему хотел он посмотреть на Иисуса? Потому что до этого уже один мытарь стал учеником Иисуса. Это Матфей, помните? А еще слухи ходят, что Иисус, этот новый рави, новый учитель, он собирает вокруг себя, то есть грешниками не брезгует.
Мытарями все брезговали евреи. Была социальная брезгливость к этой профессии. И вдруг Иисус, слух пошел среди мытарей быстро. Какой-то рави, который должен за чистоту нации родить, выступать и высказать свое фи или фу к мытарю, вдруг он делает его учеником. Он ест, спит с мытарем. Это вызвало резонанс среди этой профессии. Мужчины были заинтересованы. Знаете почему? Потому что, скорее всего, когда тебе в лицо плюют твои же, и ты не можешь справиться со своей жадностью и отжимаешь у своих людей то, что им принадлежит только для того, чтобы тебе обогатиться, скорее всего, там внутри была какая-то горечь, далеко так утрамбована, спрятанная жесткостью, сожженная совестью и так далее. Но это все равно волновало его. Он хотел узнать, кто же этот раввин, который смотрит, обращает внимание, то есть считает мытаря человеком. Иудеи прям считали их псами. Они, знаете, что мытарям запрещалось в иудейской культуре? Быть свидетелями в суде. Даже их деньги не принимали на пожертвования в храм. Представляете? Считалось это как взять деньги у сутенера. Понимаете, вот сейчас понятно, какой это был человек. Или у наркодилера куда-то деньги вот в святое. Вот такое отношение было к Захею и к Матфею, который уже стал к этому времени учеником и последователем за Христом. И вот такое резонансное отношение Христа к грешникам, блудницы, всякие люди, которые жили деструктивной жизнью, вдруг вот такое какое-то, знаете, движение среди них. Кто-то обращает на них внимание, кто-то считает их людьми, учит их чему-то новому, потому что иудейский закон сразу очерчивал границы для таких людей. Что за новость, что за личность, которая пренебрегает стереотипами? Теперь немножечко портрет Иисуса именно в этой ситуации. Кто Иисус был для тех, которые слушали Его? Это не такое отношение, как у нас. Многие не понимали, что Он Господь, друзья. Многие не верили, что Он Господь, но увлекались Его учением. Он был очень классный учитель. Он был лидер мнения для того времени, крутой блогер, который вышел в толпу. Представляете? Вы знаете блогеров сегодня, если они приезжают, есть прокачанные блогеры, которые приезжают в какой-нибудь город, и там концерты, и всякие мероприятия, шоу создаются, и люди идут, покупают билеты, идут. И на фоне всех раввинов, учителей и лидеров мнения, которые были классические вещи, говорили стереотипно, так, понакатанно и так далее, вдруг появляется личность, которая разрывает эти шаблоны, которая не боится переступить эту черту, которую иудеи своей культурой и традициями религиозными нарисовали. Он учит в синагогах, поэтому у него есть авторитет, его мнение важно. Для тех же фарисеев, они же спрашивают его, испытывают, спрашивают. Мы читаем, как Никодим, он был фарисей и начальник иудейский. Так написано про Никодима. Он тайно, чтобы избежать порицаний своих собратьев-фарисеев, он начинает Иисусу задавать жизненно важные вопросы о рождении свыше. Помните такую историю? Это тоже в Луки записано. И он имеет учеников. Вот такой портрет Иисуса был в глазах Захея. И он, что делает Захей? Друзья, здесь нужно понимать, что оба эти персонажа, и Захей, и Иисус, они преодолевают устойчивое общественное мнение. Знаете в чем? Во-первых, Иисус уже сделал шаг навстречу Захею, когда призвал Матфея. Мытари здесь зашевелились. Неужели мы еще кому-то нужны? Неужели
и мы дети Авраама. Потому что Иисус, когда сказал про спасение, Он сказал, и он сын Авраама. Иногда эти мытари в погоне за богатством, вот эта похоть к деньгам, материальному благополучию, переходить, идти по головам, она, знаете, просто человека поглощает полностью, и он уже забывает свои корни. Захей уже забыл, что он тоже сын Авраама. Он забыл, что он иудей, и, может быть, все остальные думали, что он как римлянин. Но Иисус вдруг восстанавливает его идентичность национальную. Он говорит, он достоин спасения, потому что и он сын Авраама. Он иудей, как ты и я, которые сидели, пришли в дом Захею. И Иисус преодолевает вот этот культурный код иудейский. И Захей, смотрите, вот здесь очень важно понять, что когда Захей принимает решение, выходит за зону вот этой, зону своего статуса, не постесняюсь, ну, подумаешь, я начальник мытарей, ну, подумаешь, я богатый, важный, может быть, у него даже охрана была от своих же иудеев, чтобы ему там не прилетело от тех, которые рядом с Иисусом, а Захей, возможно, с утра отжал там деньги, понимаете? У тех людей, которые рядом с Иисусом стоят, слушают его, внимают. И вдруг Захей преодолевает вот эти все установки, свое высокомерие, свою значимость, самодовольство, и он влезает на дерево. Посмотрите. То есть каждый для этой встречи что-то сделал. Иисус, он перешагивает эти стереотипы, потому что он пришел к грешнику. Он пришел как раз-таки к такому, который заблудился в грехе, который утонул вот в этой корысти, в этом рвачестве и желании обогащаться. И здесь мы видим невероятную историю, как сближаются две личности – Бог и человек. Дорогие, у нас у всех есть эта прелюдия, это предыстория. Что мы сделали? Господь уже все сделал на кресте, под ключ, мы говорим, да? На кресте все совершено, завершено навсегда, навечно. Ничего не прибавишь, не убавишь. А что делаем мы для того, чтобы приблизиться, увидеть? Захеем руководило любопытство. У нас, может быть, это проблемы, жизненные передряги, ситуации, болезни, разрушенная семья, ответы на вопросы и так далее, ответы, которые мы ищем на свои вопросы. У каждого есть вот этот путь до смоковницы. У каждого есть своя смоковница. Этот барьер, когда нам надо преодолеть что-то. И еще раз прочитаем Луки 7 стиха, чтобы вспомнить, потому что текст уже прочитали, и немножечко время прошло. «И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». То есть, когда уже в дом вошли к Захею, я понимаю, что это был хороший дом, когда толпа людей вошла туда. И Захей, видя, слыша вот этот ропот, знаете, почему роптали? Да потому что те роптали, у кого он что-то забрал. Или у родственников, или у соседей. Все знали, какой это человек, беспринципный. И начали роптать, да вообще к ним домой нельзя даже заходить, за руку здороваться. Вот такая социальная брезгливость была. И Захей, чтобы толпа немножечко успокоилась, знаете, что он говорит? Он встает и говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Вот эта идея «воздам вчетверо», она отсылает нас к Исходу 22:1. Знаете почему? Захей вдруг вспоминает, что он иудей. Он вспоминает, что есть Божий закон для евреев. И там написано, что вор, если украл преднамеренно, он должен вернуть вчетверо. Понимаете? Вчетверо. И Захей на себя, но есть еще непреднамеренно, ну, случайно так, раз с твоими овцами чужая овца приблудилась, например. И тогда ты там 1/5 отдаешь, чтобы угасить конфликт.
Понимаете? Претензии, чтобы ушли. Закхей в этот момент встает и добровольно возлагает на себя самую высокую меру ответственности и решения конфликта. И в этот момент Иисус говорит: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Представляете? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Смотрите, давайте погрузимся в эту ситуацию. Иисус ни возле дерева, нигде вообще, ни разу не упрекнул Захея: ах ты какой негодяй! Ты хочешь на меня смотреть, а ты кто вообще? Посмотри вокруг люди, покажи, у кого ты что-то не забрал. Посмотри, давай. Видите, он ни разу его не упрекнул, Иисус. Не открыл рот, чтобы нотацию, лекцию прочитать о чистоте, о святости, о том, что это твой народ, очнись, опомни, что ты делаешь и так далее. Ни разу, ни разу. И, скорее всего, это сильно зацепило Захея, когда Иисус сказал: Захей, он же знал, кто он, потому что это известная личность, начальник. Мы известных знаем в городе, да? В основном, кто в теме, мы знаем хотя бы, что этот человек главный в налоговой, мы знаем, этот человек главный в полиции, главврач, хотя бы примерно мы. То есть это влиятельные люди в городах. И тут, без никакого упрека, человек, между которым от Захея до Христа огромная социальная, духовная, религиозная, культурная, какая хотите, пропасть была. И Иисус сокращает эту дистанцию моментально, говорит: о, сойди быстрее, к тебе домой пойду. Да ладно, ты ко мне домой? Ты, который такой святой, чистый, никто из раввинов даже не смотрел в мою сторону, брезговали мной, а ты хочешь ко мне домой? Разве так бывает? Смотрите, и Иисус не говорит Захею, как теперь он должен жить. Он не говорит: теперь ты должен вернуть награбленное у своего народа, каждому раздать. Знаете почему? Потому что живое присутствие Иисуса, оно пробуждает твою сожженную совесть. Оно восстанавливает в тебе человеческое. И присутствие Бога обличает тебя до внутренности, туда, где глубоко ты спрятал. И Захей принимает радикальное решение. Он говорит: все, у кого забрал, верну, а кого сильно обидел, как будто украл, вот вы чувствуете, что я у вас украл, четверо верну. Представляете? Это что происходило вообще, да? Он точно знал, но подавлял это чувство. Грех был ему важнее. Чувство обогащения, похоть к деньгам, к материальным преимуществам каким-то, комфорту было важнее, чем голос совести, который он давил. Но тут вдруг Иисус пробуждает эту совесть. Теперь деньги, авторитет, влияние – это важно, да. Но сейчас, в данный момент, нужно сделать правильно. Вот оно, покаяние настоящее. И когда Иисус, ни к чему не призывая Захея, к новым каким-то решениям, к новым действиям, когда он видит вот эту его радикальную перемену одномоментную, он говорит: ныне спасение пришло в этот дом. Ныне, потому что и он сын Авраама. Присутствие Бога, живого Бога, Иисуса, встреча, она пробуждает в нас то человеческое, против чего мы сильно грешили. То настоящее в нас, высокое, этот образ и подобие Божье пробуждается в нас, друзья. И это момент, чтобы мы стали новыми личностями. И грех вот этот грех, да, в котором жил Захей много лет, он вдруг становится ему несносным, грузом, тяжестью. И он использует ситуацию, чтобы навсегда измениться. И желает очиститься от этого груза, который давил на него.
Рождение свыше, спасение, друзья, отражает два аспекта в нашей жизни. Это внутреннее преображение. Всегда, всегда ты сам кайфуешь от того, что ты принимаешь новые решения. Так или не так? Когда ты говоришь, греху нет, пороку нет, похоти нет и так далее. И второе всегда – это иное отношение к людям. Смотрите, он не просто встретился с Иисусом, да, и почувствовал вот это облегчение, что Господь ему простил. В глазах Иисуса было это прощение. То, что Иисус пришел в дом такому, такому, есть такое русское слово, ну подскажите, когда какой-то асоциальный человек, и мы говорим про него отбросы общества, да? Вот. Да, люди, которыми брезгуют в обществе. И вот смотрите, когда Иисус пришел к нему, Захей увидел, что есть нечто большее, чем закон. А это есть любовь, друзья. Это есть любовь. Пастырь добрый, он идет и спасает эту овцу, которая залезла на дерево, да? И никакие законы, никакие культурные коды, стереотипы, они не могут удержать Божью любовь. Она проникает в сердце грешника, и он осознанно хочет меняться. И вот это второй аспект спасения. Первое – внутреннее пробуждение, преображение. Ты принимаешь новые решения. Грех тебе становится отвратительным. Ты понимаешь, что у его разрушительную, убийственную силу в твоей жизни и в жизни твоих близких. Но второй аспект, он идет всегда за первым. Новое, иное, библейское, правильное отношение к людям. Понимаете? Если твоя вера ублажает только тебя, и ты такой святой и правильный, но вокруг тебя постоянно торнадо конфликтов, ты постоянно в конфликтах, со всеми грызешься, ругаешься, сплетничаешь. То есть отношения к людям очень сильно говорят о том, какое у тебя спасение. Формальное, поверхностное или глубокое настоящее. Я не верю в христиан, которые внутри такие святые, а в отношении людей скандальные, злословят, сплетничают, завидуют, ненавидят, мстят и так далее. Сами знаете, Библию читаем. Поэтому в спасении всегда есть два таких последствия. Окружающие видят твои преображения, и они на своей шкуре испытывают, какой ты стал, потому что ты меняешь отношение к людям. И если раньше, до встречи со Христом, грех тебя увлекал, тебе нравилось, пороки ты смаковал, то теперь это становится отвратительным. Это твое внутреннее. И как Захей ты стараешься сгладить те моменты, когда ты людям сделал плохо. Либо позвонишь, либо напишешь хотя бы смс-ку, попросишь прощения, примиришься. Вот это и есть, друзья, истинное покаяние. Это и есть истинная встреча со Христом. И настоящие, реальные действия и последствия. Мы не можем идти за Христом просто на основании того, что мы себе нарисовали. Однажды у меня одна очень красивая девушка спросила, а разве нельзя в Бога верить в душе? Обязательно надо быть в церкви, обязательно Библию читать. Потому что я, например, верю, что Бог в душе. Но так как я уже, как говорится, давно в церкви, я знаю, как таким отвечать. И знаете, что я сказала? А скажи, пожалуйста, какой у тебя Бог в душе? Он же, ты нарисовала его портреты, характеристики, придала, исходя из своей личности. Она говорит, ну да. И я говорю так, а представь, каждый человек будет рисовать своего Бога. И для кого-то Бог это будет такой, а для кого-то Бог будет другой. Но Он же един, и
Поэтому нам надо быть в церкви и надо читать Библию, чтобы идти за настоящим Богом, а не за вымышленной идеей Бога. Бог в душе, друзья, это твой идол, которому ты придала свои характеристики, свои качества и так далее. Это не есть вера в истинного Бога. Настоящий Бог – это библейский Бог. Другого нет. Другого нет. Я из народа, меня воспитали в корейской культуре. И корейцы – это язычники, чтобы вы знали. Это сейчас Корея христианская и так далее, но это же не всегда так было. Корея чуть больше 100 лет всего христианская. А корейцы, они язычники, как и якуты, как и буряты, да? И вот эти традиции все такие очень языческие, нужно было преодолеть мне. И старшее поколение родственников сильно на меня давило. Но я, как Захей, когда поняла, кто такой Иисус, я преодолела эти барьеры культурные, понимаете? Я знаю, как, когда сильные кланы родственные, когда в кланах есть какие-то лидеры мнений, взрослые мужчины, взрослые женщины, и они как бы спускают со своего опыта жизненного идеи, как нам надо жить, очень сложно преодолеть эти культурные барьеры, культурный код, традиции национальные и так далее. Но я вам скажу так, у Захея появилась смелость, потому что Иисус дает тебе смелость. Он помогает тебе преодолеть это все без конфликтов, понимаете? Без конфликтов. Нехорошо, когда ты из-за Христа поссорился, передрался со всей своей родней, потому что они тебя не поддержали во Христе. Да? Надо настойчиво и мирно уходить от тех нехристианских традиций, которые являются идолопоклонством, язычеством, мракобесием, оккультным делом и так далее. Не без драк, без проклятий, а молясь и оставаясь в мире со своими родственниками. Я не знаю, что было дальше. Мы не можем найти в Библии, кем стал Захей. Но есть церковная традиция, и, например, православные, у них прям праздник есть. Они читают каждый год о Захее, о том, о этом великом чуде, как такой падший, матерый грешник, он пережил спасение во Христе. И есть такое мнение, что он стал одним из крупных служителей церкви, миссионером и так далее. Но в Библии этого не написано. Мы можем только сами предполагать, какая дальше была его судьба. Стал ли он дальше учеником или поменял просто профессию и изменил свою жизнь, мы не знаем. Но мы точно можем понимать, что Иисус любит каждого человека, не упрекает за прошлого, готов всегда идти в тандеме с любым грешником, если грешник встает на путь исправления, исследования, послушания за Господом. Аминь, друзья. Благословений вам всем.